Салам пурниде. Эбе ют чельезень шкулинже варендеген пулза эшледеп. Манан эш манаки лежить, менжентезень, премаженджень, эбе чельезем варенме, тада варентме юрададап. И кемаженджень мана шинзембе эшлени килежить. Вишемаженджень эбе ытларах кашхине эшленибе манам кандырла пужа вагат пур. Хощухне паллах пиде ыванадап. Шабахта манам эш мана хабгаландарать. Ну что, давайте разбираться. Итак, я вас поприветствовал. И первая фраза была следующей. Эбе ютчельезень шкулинже варендеген пулза эшледеп. Я работаю в школе иностранных языков преподавателем. Ют челье иностранный язык или чужой язык. Ют челье. Ют чельезем иностранные языки. Ют чельезень здесь множественное число плюс родительный падеж иностранных языков чего? В школе, да, шкуленже, в школе иностранных языков. Вот эта конструкция, изофет обязательно, да, шкуле, ютчелизень шкуле, школа иностранных языков, изофет обязательно, шкуле, потому что это тоже два существительных, которые встретились, им надо как-то выяснить между собой отношения. Здесь, правда, речь идет о третьем типе изофета. Вы, конечно, спросите, а что же было первым изофетом, вторым изофетом? Первый изофет – это когда соединяются два слова, первое из которых, как правило, обозначает какой-то материал, ну, например, йивощ содель. Йивощ – дерево, содель – стол, соединившись вместе, получается йивощ содель. Это первый тип изофета, когда два существительных встретились, и изофет имеет нулевое окончание. Здесь нет никакого дополнительной буквы, которая бы обозначала этот изофет. Но вот само понятие, что первое обозначает материал, первое слово, а второе какое-то слово, то это дает вот этот первый тип изофета. Ну или, например, смотрите, чугун-щул. Чугун-щул по-чувашски переводится как «железная дорога». Правда, конечно, чугун это чугун, чугунная дорога, но в чувашском языке чугун-жул подразумевает железную дорогу. Вместе с тем, например, тимер-кебер – железный мост. Тимер тоже железный, но уже непосредственно обозначает железо. Тимер-кебер – железный мост. Вот. Это первый тип изофета. Второй тип изофета нам уже известный. Тот, о котором мы уже говорили, там, например, Иванов ураме или Чаваш чельги. Это второй тип изофета. И третий тип изофета – это когда множественное число, как правило, ну, оканчивающее на сен, и изофет. Другие примеры, например, студентсень хулы. Кто был в Чебоксарах, наверное, видели название этой остановки «Студенческий городок». Студент-сень, студентов, город Хулы. Студентсен Хулы. Или, например, Аша амажезень пугове. Аша – это отец, то есть не мой родной, чей-то отец. Амаже – мать, тоже не моя родная, а чья-то. Аша амаже – это родители. Не мои родители, чьи-то, вообще просто родители чьих-то людей. Аша амаже зень пугове, то есть пугу. Пух собирать, пугу встреча, сбор. Аша амаже зень пугове – это получается
родительская встреча или встреча родителей, собрание мы чаще переводим, родительское собрание. Аша амажа зейн пугаве. Ну что, стало чуть более понятнее, я надеюсь. Дальше. Верендигин пулза эшледеп. Верендигин – преподаватель, а если быть более точным, преподающий. То есть это причастие, действительно причастие и настоящее времени, да, в данном контексте, преподающий. И соответствует вот этой конструкции, когда в русском языке слышится ающий, ущий, ющий и так далее. Ну, например, пель – знать, пелегень – знающий, шивр – спать, шивраган – спящий. Ну и очень часто вот аган и гень обозначает профессию, в данном случае верендигень. Дальше конструкция пулза эшле. Пул – быть, пулза – являясь, эшле – деп – работаю, то есть являясь кем-то работаю. Например, менеджер пулза эшле деп. Работаю в качестве, будучи менеджером. Или эбе суду же пулза эшле деп. Суд – продавать, суду – продажа, суду же – это аффикс, который образует слова, обозначающие профессию или род какой-то деятельности. Его мягкий вариант для слов переднего ряда щ, ж, щ. Например, пула – рыба, пула же – это рыбак. Или, например, сунар – это охота, сунар же – охотник. Или тере – это вышивка, тере же – ну, как правило, вышивальщица. Чуваш-тери, наверное, может быть, слышали это слово, да? Чувашская вышивка. Чуваш-тери. Тере – вышивка. Ну или, например, эбе повар пулза эшледен. Я работаю поваром. Надо сказать, что в современном языке, в современном чувашском языке большинство, наверное, названий современных, по крайней мере, профессий, они слова заимствованные через русский язык или из самого русского языка, или посредством русского языка из других языков. Менеджер, копирайтер, бариста, тракторист и так далее. Вот. Хотя, с другой стороны, мы могли бы, например, сказать «эбе повар пулза эшледеп» иначе. «Эбе пежерев же пулза эшледеп». В общем-то, вас точно поняли бы. Но пока так еще не говорят. Может быть, только пока. А может быть и достаточно слова «повар». Вопрос, как всегда, открытый, да? То есть принятие или непринятие новых слов. Идем дальше. Манон эш мана килежить. Моя работа. Манон эш, мана, мне, килежить. И поясняем. Менжень тизень, потому что, а если быть дословным, мен, что? Менжень, ради чего, тизень, те, сказать, это, ну, неполный синоним слову кала, тоже сказать. Тизень, если сказать, если как бы почему менжень, да, менжень тизень, если сказать почему, мы поясняем. Хотя надо сказать, что эта конструкция возникла в конце, ну, наверное, все-таки в начале 20 века, может быть, в конце 19 века, не могу точно сказать, но это относительно новая конструкция для чувашского языка. Раньше эту идею передавали другим способом. Мы тоже отчасти будем знакомиться, как это делается и сейчас, и делалось раньше. Итак, следующая фраза. Премеженджин эбе чельезем веринме, тогда веринтме
юрададаб. Во-первых, я люблю учить а также преподавать языки. Премежендень. Пре раз, премеш первый, порядковое числительное, да, премеш первый и меш второй, вище меш третий, твата меш четвертый и так далее. Очень легко. Добавляем меш, и получается какой по счету, да. Премеже, здесь мы добавляем вот этот морфему изофета, то есть премеже, тот, который первый, от первого, премеже, тот, который первый, премеженджин, тот, от первого, что ли, скажем так. Премеженджин, получается вот это все вместе, во-первых. Соответственно, во-вторых, ике меженджин, в-третьих, вище меженджин, твата меженджин и так далее. В конце концов, юлашкинджин, юлашки, хорошее красивое слово, юлашки, юлашкинджин, в конце концов, в итоге, в последних, если хотите, вот можно так перевести. Дальше, время, учить, изучать что-то, время, добавим, это у нас, вы помните, наверное, аффикс, который обозначает неопределенную форму глагола, время это у нас основа глагола. Время, учиться или учить, и врентме, преподавать, добавляем буковку Т практически, врентме превращается преподавать, то есть действие направлено на другое, в общем-то, смещается действие, да, направление действия. Таких слова есть, их не очень много, но вот они есть. Например, еще кер, войти, заходить, керт, впустить. Идем дальше. Икемеженджин, во-вторых, икемеженджин, мана шинзембе эшлини килежить. Мне нравится шинзембе с людьми эшлини, работа. Вы помните, наверное, не. Окончание не обозначает процесс какой-то деятельности, делание чего-то. Каланы, то есть то, что говорится. Пельни, то, что узнается или уже узнано. Идем дальше. Вищемеженджень, эбе ытларах, кащини эшлени бе, манун кандырла пужа вагат пур. Эбе ытларах, больше, я больше, кащине, вечером, по вечерам, эшлени бе, ввиду того, что, потому что, вот оно еще одно, потому что, как можно выразить, эшле небе, эшле, основа глагола, небе добавляем и обозначаем причину, то есть отвечаем на вопрос почему. Вол умбек кала небе, потому что он так сказал, вол, он, умбек, вот как так, каланы, кала, сказать кала небе, вот с таким, со сказанным вот с таким, да, получается, я там что-то, то-то и то-то. Эз нумай щиварны бе, ввиду того, что ты много спишь, это мы обозначаем причину, да, небе. Вот, получается вот такие действительно несложные для реализации конструкции, на мой взгляд. Пе, вот это как раз пе, это совместный падеж, тот же самый совместный падеж. Ну, поскольку на ни заканчивается, он не может быть па, то есть не бе. Идем дальше. Хош чухне палах пиде ивнадаб. Хош чухне иногда, палах, конечно же, пиде ивнадаб. Очень ивн, уставать, ивн адаб, устаю. Хошчухне паллах пиде ивнадаб. Слово паллах, палла, известный, паллах, мы делаем вот это ах усиление, конечно же, естественно, разумеется, паллах пиде ивнадаб. Шабахта манан эш мана хавгаландарать. Шабахта, тем не менее, шабахта. Однако, тем не менее, манан эш, моя работа, мана, меня, хавгаландарать, длинное слово, но
Его стоит запомнить, потому что это слово переводится как «вдохновляет». Хавгаландар – «вдохновлять». Состоит она из следующих компонентов. Хавга – это вдохновение. Хавгалан – вдохновляться, вдохновиться. Хавгаландар – кого-то вдохновить. Чтобы кто-то вдохновился. Хавгаландарать – вдохновить. Сиревара мень хавгаландарать. А что же вас вдохновляет? Сыва булар.